112-я башкирская кавалерийская дивизия и генерал Шеймуратов. Сегодня эти понятия прочно вошли в образный ряд героического прошлого Башкортостана. За последние 20 лет увидели свет книги и статьи, посвященные подвигам башкирской кавалерии. Однако они не отвечали на главные вопросы. Как погиб Шеймуратов? Почему заслуги генерала и воинов прославленной 112-й башкавдивизии на протяжении десятилетий не получали должного признания со стороны государства? И что было тому причиной? Цепь роковых случайностей, бездушие бюрократической машины или злой умысел личных недругов Шеймуратова? Еще в 1999 году, во время работы над фильмами о генералах Шеймуратове и Кусимове, мне приходилось изучать архивные документы, которые противоречили официальной версии гибели командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Показания участников роковых событий февраля 1943 года виновником трагедии однозначно называли командира 8-го кавалерийского корпуса генерала Борисова, в чьем подчинении находился Шеймуратов. Помню, какой фурор произвели тогда озвученные в эфире факты. Однако, как в лихо закрученном триллере, это была лишь видимая часть правды, тогда как ее большая часть, подобно айсбергу, оставалась невидимой. Борис Малородов, независимый исследователь, который много лет посвятил изучению истории легендарной 112-й башкавдивизии. Страстное желание внести ясность в вопрос гибели Шеймуратова, уже превратившегося в историографическую проблему, привело его к неожиданным результатам. Работа над книгой «Несокрушимая и легендарная», она почти 10 лет продолжалась. То есть я ездил по архивам, по местам сражений и так далее, потому что, одно дело, как сказать, прочитать, а совершенно другое дело пообщаться с людьми, которые были свидетелями этих событий. Это разные вещи. По окончании гражданской войны Минигали Шеймуратов служил в кавалерии. Затем судьба привела его в разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии. То есть он стал военным разведчиком. В 1934 году его отправили военным атташе в Турцию, а затем последовали 2 длительные командировки в Китай. В начале Великой Отечественной войны он принял участие в битве под Москвой, будучи командиром 1-го особого кавалерийского полка в составе корпуса генерала Даватора. А в конце 1941 года возглавил 112-ю башкирскую добровольческую кавалерийскую дивизию. Прибыв на станцию Тюрбуны современной Липецкой области, 112-я башкавдивизия, насчитывавшая 4000 человек, заняла линию обороны в 20 километров, тогда как стрелковые дивизии, имевшие численность личного состава 12 тысяч человек, обычно обороняли 10-12-километровые участки фронта. Словом, на Шеймуратова и его воинов была возложена по существовавшим тогда расчетам невыполнимой задачи. Шеймуратов понял, что без военной хитрости и нестандартных решений при существующем раскладе сил нечего было и думать о выполнении возложенной задачи. Он поставил разведку на высочайший уровень. Немцы, как правило, жили по расписанию. Война войной, обед по расписанию, наступаем с утра. Поэтому, когда разведка доносила, что готовится наступление, ночью в рейд уходили конники. Обматывали копыта лошадей тряпками, шли и вырезали обслугу. Наступает утро. Где артиллеристы? Артиллеристов немецких нету. Их молча вырезали. Где танкисты? Танкистов нету. Их тоже вырезали. Поэтому в свое время были публикации, где удивлялись, что шашками против танков Шеймуратов воевал. То есть это уникальная была личность, которая все поставила на службу в выполнении боевой задачи.
Слава о подвигах чудо-богатырей из Башкирии, широко разнесшаяся по всему фронту, нашла отражение в очерке корреспондента «Красной звезды» Константина Симонова. О полковнике Шеймуратове, майоре Кусимове и других офицерах и солдатах Башкавдивизии узнала вся страна. Дивизия была национальная. 84% башкир. Те, кто был призван в дивизию, они были мусульманами. И надо прямо говорить, что это была мусульманская дивизия. И что характерно в этом плане, то, что тризну справляли по погибшим воинам по мусульманскому обычаю. В ноябре 1942 года 8-й кавалерийский корпус, в состав которого входила 112-я Башкавдивизия, был переброшен под Сталинград. Перед ним была поставлена задача захватить станцию Обливская и тем самым перерезать железнодорожные сообщения между окруженной под Сталинградом группировкой фельдмаршала Паулюса и Ростовом-на-Дону, откуда шло снабжение последней. Я просматривал архивы сводок Генерального штаба. И там есть очень интересное сообщение о том, что, получив приказ на наступление, дивизия не получила поддержки от соседей ни слева, ни справа. И ее практически всю выкосили. 112-я башкирская кавалерийская дивизия была отправлена в авангард, но шла в полном одиночестве. С воздуха ее расстреливала вражеская авиация, а на земле ей противостояли 1-я румынская и 22-я немецкая танковые дивизии. Тактическое решение, приведшее к уничтожению большей части личного состава, породило множество вопросов командиру 8-го кавалерийского корпуса генералу Борисову. Борисов Михаил Дмитриевич, генерал-майор, участник гражданской войны и борьбы с басмачеством. В 1941 году командир 31-й кавалерийской дивизии. В октябре 1942 был назначен командиром 8-го кавалерийского корпуса. Как выяснил Борис Малородов, трагический результат рейда под Обливскую не был предопределенностью, которую невозможно было избежать. А ситуация, на мой взгляд, заключалась в следующем. Когда уходили в прорыв по окружению сталинградской группировки, 16 ноября был издан приказ о назначении Шеймуратова первым заместителем командира кавалерийского корпуса. Однако этот приказ, давший Шеймуратову серьезные полномочия при принятии решений, был сокрыт и не доведен до сведения адресата. Кто же стоял за этой интригой? По мнению Бориса Малородова, это был полковник Белов. Белов Григорий Андреевич, генерал-лейтенант, в 20-е и 30-е годы политработник в различных частях Красной Армии. В 1939-41 годах преподаватель тактики кавалерии в Высшей военной школе штабной службы и военной академии имени Фрунзе. С июля 42-го заместитель по строевой части 112-й Башкавдивизии. И был он назначен вопреки мнению Шеймуратова. Полностью укомплектованную национальную мусульманскую дивизию присылают начальником строевой части, то есть заместителем командира дивизии, Белова. Человек, который не имел боевого опыта. Это первое. Второе. Это национальная дивизия. У него контакта с личным составом нету никакого. Белов, имевший высоких покровителей, вскоре получил повышение, стал заместителем по тылу 8-го кавалерийского корпуса, в состав которого входила Башкавдивизия. То есть из подчиненного он превратился в начальника Шеймуратова. И неприязнь к последнему дала о себе знать, когда шеймуратовцы ушли в злополучный рейд к станции Обливская. Корпус ушел в прорыв.
А Белов, случайно или нет, но не попал в этот рейд. Он остался в тылу, и вся документация попадала к нему в руки. Поэтому Шеймуратов продолжал воевать как командир дивизии. И после того, как под Облевской их положили, вывели на пополнение, Шеймуратов выступал перед личным составом и так далее, но не как заместитель командира корпуса, а только как командир дивизии. То есть до Шеймуратова этот приказ не был доведен. Никто не мог понять причину, почему наступление башка в дивизии не было поддержано с флангов. В результате этого башкирские кавалеристы оказались в окружении. Как писал замначальника политотдела Сабир Кадыров, немцы и румыны, сквозь ряды которых прорвались шеймуратовцы, просто развернулись и пошли за ними вдогонку. К концу рейда от целой дивизии осталось несколько эскадронов. Множество офицеров погибло, а командир 275-го полка Кусимов был тяжело ранен. В феврале 1943-го 8-й кавалерийский корпус получил новое задание – прорваться к крупному железнодорожному узлу станции Дебальцево. Полковник Белов, опять оставшийся далеко позади от своей части, вновь не пошел в рейд, и приказ о назначении генерал-майора Шеймуратова на должность первого заместителя командира корпуса вновь не был озвучен. Второе сокрытие имело еще более трагические последствия. Командир корпуса и заместитель, то есть это коллективное решение, оно, как правило, всегда обсуждается. А здесь нет, ты просто командир дивизии, это не твое дело. Тебе надо под козырек взять, и все. 8-й кавалерийский корпус выполнил поставленную задачу. Железнодорожный узел Дебальцево был взят. Противник понес большие потери в живой силе. Было уничтожено все путевое хозяйство депо водокачки. Поэтому немцы озверели. Они же рассчитывали в Дебальцево, грубо говоря, там переформирование, горячая вода и так далее. А здесь им приходилось высаживаться из вагона в чистом поле. Поэтому на корпус началась облава. Корпус несколько раз вырывался из окружений самостоятельно, но под городом Петровск и так далее его очень плотно обложили. Удар, нанесенный кавалеристами под Дебальцево, не был напрасным. 14 февраля немцы потеряли Ворошиловград, за что 8-й корпус получил звание 7-го гвардейского. Однако он по-прежнему находился в окружении, и шансы вырваться из лап противника таяли час от часу. Ко всему прочему, командир корпуса генерал-майор Борисов окончательно утратил способность руководить действиями веренного ему подразделения. Он принял простое и некомпетентное, но зато привычное решение. Командиру 112-й башкавдивизии было приказано немедленно прорвать линию обороны противника и обеспечить выход из окружения всему корпусу. Борисов, говорит, выпивший сильно был. Борисов говорит, почему до сих пор не прорвали? Шеймуратов говорит, товарищ генерал, если мы сейчас пойдем в лоб, мы уничтожим всех своих оставшихся людей, кончаем. Тогда он говорит, вы почему осуждаете мое приказание? Я вам приказываю, кто здесь командир корпуса? Вы или я командир корпуса? Вот эти слова ведь я с неба не взял. Вот Касымов, который стоял за дверью, слышал все эти слова, передал он в нашем разговоре. Шеймуратов, как опытный разведчик, безусловно, нашел бы бреши в обороне противника и сумел бы вывести бойцов из окружения. Но вместо этого пришлось идти в лобовую атаку. По воспоминаниям ветеранов, Борисов был пьян, когда отдавал приказ. Шеймуратов просил сутки всего на то, чтобы произвести разведку. Но поскольку он всего-навсего был как командир дивизии, он не мог противостоять. То есть он на ранг ниже по должности.
и приказано было наступать. Хотя это было самоубийственно. Но попробуй не выполни приказ. Шеймуратов, как известно, не вышел из окружения. Было множество очевидцев его гибели. По словам свидетелей, он был сбит с коня пулеметной очередью. Но даже раненый сумел вторично вскочить на него. Повторный огонь пулемета довершил дело. Тело генерала не было найдено, и он считался пропавшим без вести. Это породило множество инсинуаций, вплоть до самых грязных измышлений, что Шеймуратов перешел на сторону врага. Много лет спустя, благодаря поискам генерала Челенко и особенно украинского историка Маслова, удалось воссоздать картину произошедшего. Как оказалось, Шеймуратов не погиб. Он был тяжело ранен. Бойцы перенесли генерала в одну из хат деревни Юлина, где его затем обнаружили коллаборационисты из числа донских казаков, служивших в рядах вермахта. Он предвидел свою гибель, но у него была задача спасти своих воинов как можно больше. Поэтому командиру 15-й гвардейской дивизии полковнику Челенко он отдал приказание: я иду в авангарде прорыва, потом идет командование корпуса, замыкаешь ты в арьергарде. И если ты услышишь звуки боя, ты берешь всех, кто тебе попадется под руку, и уходишь на север. Что Челенко и сделал. И Челенко вывел оставшихся из его дивизии и кавалеристов, которые к нему примкнули, без потерь. За этот подвиг Челенко в 1943 году был награжден орденом Кутузова, а в 1944 году представлен командованием к награждению орденом Британской империи. Он рыцарь. И это единственный командир, который награжден 2 иностранными наградами. Это орден Британской империи и орден Белого Орла польский. Челенко Иван Терентьевич, генерал-майор. В годы гражданской войны служил во 2-й конной армии, участник борьбы с басмачеством. С июля 1942 командир 15-й кавалерийской дивизии в составе 7-го гвардейского корпуса. Было решено считать Шеймуратова просто пропавшим без вести, несмотря на множество доказательств его мученической смерти. Так было удобнее для всех, в том числе для командования фронтом, не поддержавшего встречным ударом выход из окружения 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Но больше всех не был заинтересован ворошить прошлое полковник Белов, назначенный на место Шеймуратова командиром, теперь уже 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Челенко очень уважал Шеймуратова, и поэтому после войны он предпринял свое расследование. Донские казаки стали обшаривать все дома для того, чтобы добивать раненых. Они наткнулись и Шеймуратова. Очень долго издевались над ним, порубили шашками, звезды вырезали на груди и так далее. И, порубив на куски, сбросили его останки тела в колодец. Значит, Челенко выпустил по этому поводу несколько там публикаций и брошюр. Но в связи с тем, что это не вписывалось в общепринятую теорию, а второе, было очень сильное давление по принижению заслуг Шеймуратова, то решили принять другую версию. Кавалеристы желали видеть своим командиром Тагира Кусимова, так как его в качестве преемника хотел видеть сам Шеймуратов. Перед тем, как идти в рейд, там был сбор начальства, комсостава, и там, оказывается, Шеймуратов сказал: все может быть,
Ну, говорит, есть человек, который меня могут заменить. А это Кусимов. Однако связи Белова сделали свое дело. Комдивом стал чуждый бойцам башкавдивизии человек, которого не было рядом с ними во время смертельных рейдов под Сталинградом и Дебальцево. И самое интересное, ведь Белова не хотели ставить командиром дивизии. Он стал только с мая 1943 года. Напряженная атмосфера, сложившаяся в дивизии, вскоре вылилась в открытый конфликт между Беловым и Кусимовым. Белов имел большой вес, потому что он был преподавателем военной академии, в которой учились многие будущие военачальники Красной армии, и которым он давал характеристику. Поэтому и Жидов его воткнул в 112-ю башкавдивизию, Жидов его проталкивал дальше, а стремились замолчать Шаймуратова. После гибели Шаймуратова было запрещено упоминать его имя. В конечном итоге звезду героя получили оба – и автор подвига Кусимов, и его командир Белов. Однако последний не удержался от того, чтобы попрекнуть своего подчиненного тем, что только благодаря его доброй воле тот получил звание Героя Советского Союза. Кусимов вспылил и сказал: Я сказал, сделал вас героем. Если не я в первом фарсе Днепра, вам звезду не видать было, как своих ушей. Вот он так и сказал, он у него в книге есть. В дальнейшем Кусимов в полной мере смог оценить цену своей ссоры с Беловым. Была директива Верховного Главнокомандующего о том, что при форсировании рек типа Десна, Днепр и так далее присваивать командирам полков и дивизий звание Героя Советского Союза. Полк Кусимова первым форсировал Днепр. Но Белов представил его к награждению орденом Суворова третьей степени. Командир корпуса исправил на Героя Советского Союза. Существует еще одна ложь, или лучше сказать скелет в шкафу, бытующий в нарративе о 112-й башкавдивизии, долгие годы являвшейся своеобразной моральной компенсацией для всех негодующих по поводу несправедливого отношения к Шаймуратову. Я имею в виду дальнейшую участь виновника февральской трагедии 1943 года генерала Борисова. Ветераны были уверены, что после войны свою вину он искупил 10 годами лишения свободы. Как же они заблуждались? Борис Яковлевич Малородов отыскал в архиве анкету Борисова. И вот она сенсация. В документе сказано, что он был в плену у немцев, в скобках пропал без вести в феврале 1943 года. А уже 31 декабря 1945 года возвращен на действительную военную службу в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. Как же так? Почему запись «пропал без вести» в послужном списке Шаймуратова оказалась более тяжкой виной, чем аналогичная запись в анкете Борисова? Почему командование было более снисходительно к нему, чем к настоящему герою, оболганному и забытому? Белов топтал Кусимова. Вот поедом он его ел, потому что Кусимов сказал ему правду. И он до такой степени его заклевал, что в это дело был вынужден вмешаться Буденный, который лично знал Кусимова. Поэтому Кусимов в 1944 году был отозван с фронта, направлен на учебу, и войну он закончил, не будучи в действующей армии. Дальше Кусимову хода не давали. Практически 20 лет он ходил в полковником, и при этом много лет занимая генеральские должности.
Однако это верхний этаж проблемы Шеймуратова. На нижнем уровне, как всегда, была человеческая зависть, подлость и карьеризм. В армейской среде Шеймуратов был белой вороной. Он был не из их стаи, он был из разведки. А ситуация довольно своеобразная. В 1936 году разведка, даже зарубежная, относилась к НКВД. И когда вставал вопрос о том, чтобы разведка контактировала с армейцами, то этому воспрепятствовал Ворошилов. И он привил негативное отношение в армейских частях к разведчикам глубоким. То есть вот откуда это все пошло. Поэтому Шеймуратов, он в одиночестве был. Кроме Иосифа Виссарионовича, мало кто о нем знал. Но тем не менее, дали же ему медаль за оборону Москвы. 20 марта 2020 года генерал-майор Минигали Мингазович Шеймуратов был награжден звездой Героя Российской Федерации. Многолетняя эпопея за признание заслуг легендарного комдива подошла к своему логическому концу. Ясно одно, казус Шеймуратова стал следствием преступных действий отдельных лиц из военного командования и советско-партийных органов, ради сокрытия которых понадобились гекатомбы лжи, тиражировавшиеся на протяжении многих десятилетий. В этой истории буквально все противоречило привычному советскому мифу о Великой Отечественной войне. Тут было бездарное командование генерала Борисова, личная месть генерала Белова, кумовство и клановость, стремление поддержать своего человечка и навредить его сопернику. И, наконец, коллаборационисты из числа советских граждан, зверски расправившиеся с Шеймуратовым. Правда была ужасной, и ее пытались скрыть. Одна ложь порождала другую, и так до бесконечности. Всю эту совокупность лжи ныне можно считать развеянной.